Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Намском районе объявлен трехдневный траур в связи с гибелью замглавы района по экономике и финансам при пожаре в воскресенье 3 марта. В огне погибли мать и ее 6-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначены необходимые экспертные исследования, проводятся иные следственные мероприятия. Главам поселений, руководителям, начальникам предприятий и учреждений Намского района рекомендовано приостановить все развлекательные мероприятия в траурные дни. Сотрудник частного охранного предприятия в Свердловске взят под стражу по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности девочек-подростков. Жительница Якутска обнаружила в телефоне своей 9-летней дочери переписку, содержащую фотографии интимного характера. Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигнувшего 14-летнего возраста». По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний житель Свердловской области, зная о возрасте девочки, склонил 9-летнюю жительницу Республики Саха-Якутия сделать несколько фотографий и снять себя на видео в обнаженном виде и направить ему посредством мобильного приложения WhatsApp. Сам злоумышленник также направил девочке фото непристойного содержания. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативного подразделения МВД Якутии, местонахождение подозреваемого установлено за пределами республики, и он был задержан, а позже арестован. В ходе расследования установлено, что это не единичный эпизод преступной деятельности мужчины. По данным следствия, аналогичная переписка велась им с другой девочкой. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства преступных действий обвиняемого. Изъяты предметы, имеющие значение для хода расследования. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Следственные органы обращаются к родителям, опекунам и родственникам несовершеннолетних с просьбой внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться интернетом. В случае выявления фактов совершения в отношении детей преступлений, либо склонения их к совершению подобного рода действий, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Также напоминаем о работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Любой гражданин, который обладает информацией о подготавливаемом, совершенном или совершаемом противоправном действии в отношении несовершеннолетних, может позвонить по телефону 123 и сообщить о таких фактах. Если вы заметили изменения в поведении детей или ребенок стал замкнутым, недоверчивым, испуганным и откровенного разговора не получается, рекомендуем обратиться к специалистам мобильной кризисной службы по бесплатному телефону 8 800 100 22 83. К российским новостям. В районном суде Кисловодска состоялись первые слушания по делу о задержании российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, против которого возбуждено административное дело по статьям нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали Емельяненко 1 марта. Спортсмен припарковал свою дорогую иномарку на пешеходном переходе. Однако после того, как его автомобиль попытались эвакуировать, боец предпринял попытку самостоятельно скрыться с места происшествия. По пути он зацепил 2 чужие машины и был задержан полицией. В ходе судебного заседания Емельяненко признался, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако опроверг сообщение об оказании сопротивления сотрудникам полиции при аресте. Крутите его! Давай, крутим! Леха? Да, Сашка скрутили. Крутили Сашка. Давай, давай, стой, не трожь его! Чё ж ты, Сашок? 3 мирных жителей погибли в ночь на субботу под огнем со стороны Пакистана. Об этом заявили власти Индии. Рассказывает Татьяна Гамозова. Власти Индии заявили, что по меньшей мере 3 мирных жителей погибли при обстреле со стороны Пакистана в ночь на субботу. Под огнем оказались деревни вблизи линии контроля, разделяющей спорный регион Кашмир. Житель селения Пунч Мохаммад Амин говорит, что видел все своими глазами. Мы спали у себя в комнате, дети испугались, и я взял их, хотел пойти в другую часть дома. Открыл дверь, только хотел войти, и тут снаряд упал на дом, полностью его разрушил, 2 детей и их мать погибли. Накануне Исламабад, в свою очередь, обвинил Дели в гибели 8 человек из-за обстрела пакистанской стороны.
Вечером в пятницу в Индию вернулся пилот, сбитый и захваченный в плен ранее на этой неделе. Он был отпущен в качестве мирного жеста. Конфликт двух стран вспыхнул с новой силой во вторник, когда индийские ВВС нанесли авиаудар по территории Пакистана. В Дели утверждают, что целью была группировка Джаиш-и-Мухаммад, которая устроила взрыв, приведший к гибели десятков индийских военнослужащих. Эта группировка выступает за присоединение Кашмира к Пакистану. На этом пока все. Плодотворной рабочей недели и берегите себя.